Боровик. Не за этими грибами сегодня. И прям под ногами. Зараза. Так, братва, всем привет. Тихая охота. Сентябрь месяц, начало сентября. Проскальзывает связь. Время у нас 8:13, ребята. Делаем на беззвучный. Я в лесу. Сегодня заехал в Бор, ребята, собрать чисто красноголовиков. Ну или там подосиновиков, как правильно их называют. В общем, красных, ребята. Задачка сегодня подсобрать. Проезжал сейчас по дороге, по барам. Ну не знаю, на дороге штук 10, ребята, точно считал боровиков. И вот тут захожу, блин, стоит, а. Ну уже, думаю, ладно, заберу. Короче, боровики, ребята, на дороге мне стоят, машут. Я говорю, все, даже не останавливался, прямиком проехал. Так что, ребят, сегодня погуляем, подсоберем, я надеюсь, красноголовиков. Вот. На икорочку грибную. Что-то вроде там виднеется. Погода, ребята, похолодание. Все. Двигаться нужно по налиму. Точнее, двигаемся уже. 15 днем, 2 ночью. 2-3 градуса ночью. Соответственно, все, водичка сейчас будет остывать. Будет рыбалка. Единственный момент, то что очень сильно обмелела река. Упала вода прям жестко. И с подъемом будут проблемы. Жесткие проблемы. Ну как-нибудь будем карабкаться. Будем пытаться, ребят. Все, я захожу. Давайте, понеслась. Так, друзья, ну что, первые красноголовички по пути встречаются. Вот это такой еще среднячок. Эти уже, ребята, здоровущие. А вот этот отличный. То, что нужно. Вот такие, ребята. Вот такие нам и нужны. А это уже два таких. Ну, в принципе, их можно брать, ребят. Ну, охота собрать таких более-менее средненьких, небольших. Тем более, когда выбор есть, то почему бы нет. Ну, слушайте, не сказал бы, что прям в заходе мне встретились, так как в заходе обычно я уже нахожу, а здесь вот только-только. Людей много было, знаю, собирали, у меня знакомые ездили, собирали здесь. Вот. Так что поглядим, ребят. Может и не получится ничего. Может и ничего не получится, придется за белыми ехать. Ну, ехать за ними не придется, потому что возвращаться по-любому через Бор. Соответственно, если что, соберем. Ну, сегодня охота, конечно, красных. Но пока только вот такие, ребят. Здоровики, видите. Молодежи нету. Вот это, ребятки, наш пациентик. Блин, лист выпал, и уже особо так не понимаешь, гриб это или лист, надо присматриваться. Ладно, достану нож, почистим.
У белого только ножка. Отлетела шляпка. Так, ну что, ладно. Погнали дальше. Вот, ребятки, поднимаюсь в бор. Я как бы так обошел низинку и поднялся. Потому что я всегда ее прохожу. И вот понеслась, ребята. В бору-то. Раз. Первый есть. Тут на полянке, ребята, еще стоят. 2 штучки. 3 даже. 4, ребята. Семейка. Этому что-то плохо. Вот такой. Вот такой. Карапуз только сегодня вырос. Хи-хи. Вот этот вообще огонь. Аганезик, ребят, смотрите какой. Так. Идем дальше. Пока что вижу, в общем, на пятачке здесь. И вон здесь еще, ребята, один. Не один даже, а 2. Вот такой, как в сказке, ребята. Вот такой. Ну вот это, я понимаю, полянка. А то что-то не то. Ну на бору, значит, погуляем. Хорошо, принято. Чистые, ребят. Шикарные. Шикарные красноголовички. Вообще огонь. Многие пишут, что красноголовика надо смотреть и по шляпку, типа, что червивая ножка там. Потому что как бы середка как будто она чистая, а под шляпкой опять начинает червивой. Не знаю, как это так получается, конечно. Но вроде как будто нормально все. Так. Ну, тырк-тырк. Отлично. Все, ребята, сентябрь месяц. Рабочие будни, движуха, школа. Вчера, кстати, 2 сентября была линейка. Кирина Андреевна перешла в 4 класс. Пошла. В общем, доча, давай тебе удачи по жизни, на пути вот этом нелегком, так скажем, учебном сезоне. Такой какой-то непонятный. У всех закончились отпуска, приехали по домам, трудовые будни начинаются. В деревне сейчас огороды. Вот это хороший. Уборка картофеля и всего прочего. Вот такой. В общем, очередной этап, ребята, в жизни. Как-то оно так. Все занимаются своими делами, так скажем. Вот он. Вот он, вот он, вот он. Красавчик. Родной. Так что, ребята, давайте. Всем желаю насыщенной осени. Она такая сейчас унылая будет, знаете, там. У всех там настроение такое. Плюс-минус. Лето закончилось. В общем, ребят, давайте крепенько, так скажем, от души. Потихоньку заползем, ну и там разберемся. Такие дела. Он прям красавец, ребята, такой яркий. Здесь открытое место такое. Такая полянка. И он такой, ребят, прям стоит. Классный. Классный, классный, классный. О. Так, ну что, надо порезать, да? Угу.
Пока режу, ребят, поднял голову, смотрю, там еще два стоят. Блин, комары-то, зараза, никак отойти не могут. Заманали уже. Вот такой этот, вот этого проверим, ребята. Ну, видите, так-то чистый. Он абсолютно чистый. А то там кто-то писал мне: привез, говорит, домой червивых. У нас, говорит, по шляпку все червивые. Ребят, ну разница-то в смысле у вас? Это где вы собирали? За погодой влияет очень сильно. И, кстати, вот бывает, что боровиков собираешь, они червивые. Красноголовики чистые полностью. Бывает наоборот, красноголовики червивые, а белые абсолютно чистые. Хотя, допустим, вот бор там, да, разница там в 500 метров. Не знаю, почему связано. Ладно, погнали дальше. Там 2 штуки, ребята. Вот буквально недалеко, ребят, сразу же стоят. Вот этот отличный. Это прям то, что нужно. А это такой большеватенький как будто. Хотя нет, ребят. Что-то я ошибаюсь. Нормальный гриб. Все отлично. Вот еще стоит один. Сразу же. Ну вот этого уже точно брать не будем, ребят. Уже немножко такой подрос. Ну вот, средняк такой нужен. Вот этих завальниках, ребята, всегда хожу. Всегда смотрю. Вот там издалека я вижу. Ладно, туда вернемся. Вот тоже 2. Ну, кабанчики, ребят, кабанчики. Такие не пойдут. Вот этот, в принципе, нормал. Вот этот, в принципе, нормал. Только что-то какой-то он такой страдалец. Тоже не пойдет. Оставим его. Досталось ему, короче. Так. Ну, вот так, ребята, как-то все это происходит. Крутиться надо. Листья уже обманы. Издалека уже не видно фонариков этих. Надо гулять. Где-то я тут наблюдал со стороны. Вот сейчас видите, ребят, даже в упор не вижу. А где-то тут стоял. А, вот он. С оттуда я его заметил. Вот хорошенький. Более-менее. Тоже сейчас читаю комментарии, люди пишут: Андрюха, как на вкус белый гриб? Вот ты, говорит, его собираешь. Ребят, ну я не знаю. Такой относительно. Вот, допустим, вот у красноголовик, ребят, намного вкуснее. У него как-то своеобразный такой вкус. Многие его уважают за вкус, как бы. Он такой похрустывает, знаете, ребят. Мне вот белый, наоборот, почему-то нравится. Есть, конечно, разница вкуса гриба. Блин, просто относительно белый гриб — это масса такая, да, ребята, это 500 грамм гриб, представляете, да? Соответственно, здесь, ну как-то так, не знаю, его ценят. В ресторане порции стоят ого-го. Я имею в виду там в Москве, допустим. Как-то так. А так вот многие деревенские, наоборот, уважают красноголовика. Не знаю почему. И мама, допустим, тоже любит. И вот на грибную икру используем относительно именно красноголовики. Там что вроде запрещенка стоит, ребят. Пойдем посмотрим. Вон еще фонарик. Такой, конечно, большеватый уже.
Вот такой. Ну, возьмем. Пока возьмем. А сдалека, ребята, я увидел вон там белую шляпку. Это красноголовик белого цвета. Такая была волна, что вот этот гриб в Красной книге. Если тебя поймают с ним, там какие-то штрафы, там вплоть до уголовной ответственности. Да. Я, конечно, все понимаю. Вот там еще, ребят, стоит. Ну давайте с него начнем, да? Вот, ребята, красноголовик белого цвета. У нас они попадаются, их много. Вот такой, конечно, не маленький. Ладно, сейчас проверим. Опа. Таких, наверное, брать не стоит. А вот таких, которые сейчас я увидел, почему бы и нет. Вот, ребят, да? Вот это красавчик, конечно. Опа. Вот это парень. О, ребят, боровик стоит. Офигеть. В общем, вернемся, ребят, к этим запрещенкам. Не знаю, конечно. Ну, что, возьмем такого? Вот, ребята. Видите, он так выглядит. А у меня бывают вообще абсолютно белые. Блин, чистый. Твердо аж хрустит. Ну, такой тверденький, блин, ну не знаю. Много места занимает. Я хочу, наоборот, малышей собрать. Ладно. Пока возьмем, ребят. Потом, наверное, уже таких брать не будем. Мне кажется, вон уже дело пошло. Вон боровик стоит, ребята. Прям вот, ребята, вот я резал. Там что-то голову поднимаю, смотрю, стоит боровичок. На этом борове они редко попадаются. Ну, есть. Ладно. Раз уже стоит, там просится. Андрюха говорит, забери, говорит, что, говорит, никто, говорит, меня не возьмет. Сгнию, говорит. А так хоть дело будет. Ладно, говорю, давай, погнали. Вот еще, ребят. То бишь, это у нас боровик стоит, да? Ага. Ну, они тут, видать, на полянке вот этой выскочили. Но тут они редко-редко попадаются. А вот такие, ребята, здесь растут. О, это даже я не увидел, только нащупал. Вот красавчики. Приятно, ребята, гулять по лесу. Очень приятно, когда тем более грибы стоят, попадаются. Вот. Но уже, как договорились, себя трогать не буду. Не надо там, знаете, там километражи наматывать. Я вот спокойно иду. Вон там стоит, вон там стоит. Приятно вообще. Кайфово. Кайфово просто, одним словом, ребят, кайфово. Вот, там большеватенький, конечно. А вот это, в принципе, в наш размер подходит. Так, 3-4 собираю, потом чищу. Постоянно не останавливаюсь. Такой какой-то интересный. Вроде небольшого размера, а, блин, и шляпка уже такая немножко тонкая. Люблю вот этих карапузиков толстоногих. Вот, нравятся они. А вот такие дела.
стоит, ребят. Красавчик вообще. О, нога такая интересная. Мощная. Мощная, ведь сочная, да? Так, по одной стороне прошел. Потихоньку сваливаюсь в другую. И вот так. Там вот стоит, ребята, шляпка, вижу. Ну, крупная, походу. Крупная шляпка. Опа. Рябчик вроде, ребят. Спорхнул. Рябчик. Точно. Рябчики. Красавчики. Ну тут, так понимаю, такой бор уже, ребята, лайтовый. Там если все равно надо бродить, то здесь такой уже лайтовый. Но видно, что тут проще собирать грибы. Я тут издалека вижу все это дело. Вон хорошенький какой. И видно, что ну, здесь и пореже встречаются, потому что ну, здесь проще найти, в общем. Как-то так, как объяснить, даже не знаю. Но все равно корзинка вон. Корзинка, ребят, наполняется. Это еще момент такой, что, ребят, меньше часа гуляю. Все, в принципе, грубо говоря, как есть, как в онлайн. А вот тут боровик, ребят, стоит. Здесь местечко такое вот тоже. Видите, как открыто. Сосенки такие. И вот боровичок. Вон какой боровик. Не знаю, хороший, нехороший. Будем посмотреть. Сразу этого почистим тоже. Вот смотрите, какая, ребята, грязь. От краснголовика вот эта нога, вот она. Ни в коем случае глаза вот тереть не нужно, сжечь будет. Такой. Вот боровичок, пожалуйста. По шляпку. Кожаный. Ну, заберем что. Как бы. Ребят, хотелось еще раз повториться, что ли, задеть эту тему, что пока есть возможность, будем снимать и будем выкладывать везде. То бишь на ютубе, да. С опозданием немного. Ну, пока он работает, ребята, я буду туда грузить вот таких маленьких кабанчиков. А вон там еще нифига чуть не прошел. Ну, если, ребята, неудобно, я понимаю, что вообще неудобно. Я сегодня с утра не смог загрузиться. Вообще выбивает просто в ноль. Не знаю, поставил, короче, на закачку, на загрузку. Что получится, не знаю.
Если неудобно, ребята, есть все соцсети, которые уже я смог сделать. Это Дзен, понятное дело. Почему топлю за него? Потому что там уже, ребята, почти все ролики. 2 года я туда все заливал. Там уже 12 тысяч подписчиков. Спасибо, ребята, кто там со мной. Поддерживает, раскручиваем каналчик. Скоро, скорее всего, сделаю розыгрыш именно на Дзен. Разыграем какой-нибудь нож. На Дзен, ребята, грузится там в первую очередь, потому что мне проще, удобно, быстро. Тоже грузим вот таких кабанчиков туда. Вот. Пишут, что Дзен не поддерживает Smart TV. Да, многие привыкли смотреть на больших экранах. Но мне кажется, ребят, все это впереди, и Дзен будет все нормально. Также показывать и на больших телевизорах. Немножко времени, мне кажется. Специалисты что-то сделают. Рутуб также, ребята, есть. Туда потихоньку заливаю. Ну, конечно, блин, платформа такая себе, хромоногая. Ну, как бы ни было, там тоже, ребята, мы есть, если что. В общем, короче, ребят, под каждым роликом все ссылки есть в описании. Тут уже сами смотрите, как кому удобно. Конечно, это мне самому неприятно. Вот, собралась у нас банда, да, 117 тысяч уже. И сейчас вот они разлетаются кто куда. Это, конечно, неприятно. Ну, а что делать, ребят? Мне самому, честно, неудобно тоже. Вот. Ну, как-то так. Время покажет. А пока вот такие кабанчики, ребята. Ни в YouTube, ни в Дзен, ни на Рутуб. Они просто остаются. Мы их грузить не будем. Смотрите, ребят. Вся дорога прям. Бу-бу. Ну, это такое уже. Что-то более-менее, ну ладно. Прям в ряд остаются доживать. Ребят, вот этот бандит наш. 100%. Смотрите, какой каравайчик. Лелька просто. Вот таких я обожаю просто, ребята. Там что нога, что шляпка. Одного калибра. Будем брать. Это, ребят, не черви, это просто данный гриб, как и маховик, после среза он моментально начинает чернеть, темнеть или синеть. Бывает прям, что синеет, прям, знаете, синий-синий, ребят. Кто грибы вот такие не собирал, для многих это будет прям, ну, непонятно. Показать. А вот как раз, ребят, есть, смотрите, сейчас вам покажу. Смотрите, как он посинел, видите? И многие, допустим, первый раз, если будут себя, скажут, да ну нафиг, какой-то больной. Нет, ребят, на самом деле это не больной. Это у него такие свойства. Красавец. Так, ну что, ребят, корзинка-то растет. Ну какие кабаны, блин. Вот этот. Ого. Этого разбили. Тут прям сдалека, ребята, увидел. Ну, вижу сдалека. Яркая шляпка. А вот как-то так, ребят. В этом году с грибами все отлично, все хорошо. Все отлично, все хорошо.
Вон стоит, смотрите, ребят. А, красавчик, да? Яркий такой, яркий. Как фонарик. Возле сосенки. Блин, вообще просто великолепно, ребят, гриб. Ох, вообще. Просто идеал, ребят. Просто идеал. Еще, ребята, очередные. Вот большеватенькие. А вот этот рядом. Отличный. Так. Я, в принципе, ребята, подхожу в обратку. Но я еще хочу подняться в центр. Потому что я краями обошел. Хочу в центр подняться. Наверное, корзину здесь оставлю. Что, народу нету, никто не утащит. А так налегке сбегаем. Вот тут корзинку, ребята, оставлю. Она почти полная у меня уже. Тяжелая. Корзинка 20 литров плюс-минус. Грибочки такие шикарные. Тяжело таскать. А так налегке. Прогуляемся. Чисто тут вершина такая. Вот ее хочу посмотреть. Мне кажется, как раз там доберем корзину. Чтобы не таскаться. Пойдем налегке, ребят. Пакет есть, если что. Поехали. Далеко не надо было. Только начал подниматься. Вон корзина, ребята. Сразу первый бандит. Ух, там нифига нога, ребят. Пятка какая, смотрите. Огонь. А вон еще один. Еще один, ребята. Такие красавчики, блин. Ё-моё. О, какие. Я что-то сегодня без термоса. Что-то сегодня быстро-быстро поехал. Пакет где-то должен быть. Аккуратненько. Пакет. Ну, в принципе, маленькие, не помнутся. Блин, нифига у него тут копыта, ребят, смотрите. Фу. О, серьезные копыта. И маховики, ребята, и красняки. Тоже такой уже большеватенький. Раньше бор был такой, как в парке, ребят. Ну, одно время потом ураган был. Вот повалило деревья здесь. Ну, уже порядком. Время-то прошло, он уже гниет, ребят. А так бор был вообще приятный, конечно. Вот видите, вот так по ходу полосой шел ураган. Так вот все прям полосой и положило. Все прям положило. Два штучки стоят. Два штучки. Видите, у кого-то ножка прям картошка, а у кого-то вот тоненькая, слабенькая. Издалека, ребята, вижу, наблюдаю. О, боровики тут, ребят, стоят. Смотрите, тоже такой уже подуставший. Здесь вон кабан такой, гигант. Такой тверденький, но не этот день. А он там поменьше, ребят, вроде. Семейка выросла здесь. Вот этот поменьше. Вот этот хорошенький. Ну, так-то я шел вот к этому грибу. Так-то шел, ребята, я вот к нему.
Вот он к нему я шел, ребят. А тут такой чернобурый такой стоит. Тут видите, беломошник чуть-чуть пятак такой, сосенки. Вот тут они тоже выросли. Червивый. Ножка червивая. Боровик чистый. Так. Нормал. Люди пишут тоже: Андрюха, как можно у тебя купить грибы? Ребят, ну, тут дело такое, смотрите, но грибы после сбора, их нужно обрабатывать сразу же, в течение дня. Чем быстрее, тем лучше. В общем, приехали домой, да, отдохнули там, перекусили, и все. Надо заниматься грибами. Тогда они будут в идеале. Соответственно, отправить вот такого вида я их точно не смогу. Вареные грибы тоже, потому что они растают как минимум. Только если сушеные, ребята, можно что-то придумать. Но это тоже такое себе. Как бы я этим делами не занимаюсь конкретно на продажу. Вот. Как бы здесь, да, приехал, завез сразу ведро, допустим, корзину, денежку получил, и как бы нормально. А так, это, конечно, ребят, проблема. Так что вот такие дела. Вон какой, ребят. Коровой стоит. Огроменный, огромедится. Огроменный просто. Листья желтые над городом кружатся. Потихоньку, ребята, листопад начинается. О, какие. О, какие, блин. Переростки. Здоровющие. А вот там красавчик наш. Опа. А вон красноголовичек какой, ребят. Когда, ребята, они есть, тогда они есть. Тут как ни крути, блин. Сегодня сходил, собрал, завтра пойдешь, соберешь. Когда они есть, они есть. Соответственно, блин, вот так можно просто в онлайне идти и собирать. Вот шикарно, ребята. Шикарненький такой, отличный.
Походу, ребят, надо завязывать. Что-то уже пакет полный. Надо идти обратно к корзине. А то перебор будет. Корзинку собрали, хорош. Блин, я там по дороге боровиков, ребята, видел. Они как будто так-то и не нужны. Но стоят там прям на дороге. Красавцы такие. Может подсобрать. Как вы думаете? Не знаю. Ну, посмотрим вообще. Как говорится, жадность фраера погубит. Все, погнали на выход. Ну вот, ребят, полная корзина получилась. Час работы. Хороший, четкий гриб. Спасибо, лесочек, за грибочек. Час погуляли всего лишь. Вообще шутя. Блин, тяжело, ребят. Дело прошлое-то. А вон они прям вдоль тропинки, ребят, стоят. Огроменные. В общем, к мотоциклу, ребят. Там выскочу. Не знаю, посмотрим. Там просто прям на дороге стояли. Целая пачка. Если остановлюсь, посмотрю. Если хорошенькие, то погуляем. Если так, то попрем. Такие дела. Угостим. Огонь.